В эфире новости. Мы продолжаем вас информировать о том, как проходит единый день голосования. Наши корреспонденты работают во всех регионах Крыма. Сейчас Айше Шулакова находится в Евпатории. Айше, она с нами на прямой связи. Расскажите, на каком избирательном участке вы находитесь? Селям алейкум, студия, здравствуйте. Да, мы сейчас находимся на очередном избирательном участке. Сейчас это город Евпатория, микрорайон Исмаил-Бей, место компактного проживания крымских татар. Это один из самых крупнейших и первых микрорайонов. Здесь работает на территории школы два участка, это 107 и 108. Количество зарегистрированных избирателей около 5000 человек. Явка с утра активная, нет нарушений, как и на других участках. Стоит отметить, что всего по Крыму работает 1201 участок, и по данным избиркома на 12 часов дня явка составила почти 15%. А вот по поводу выборов парламента Крыма это почти 23%. Как сообщают правоохранители, нарушений нет, все идет по плану. Рядом со мной находится сейчас житель поселка микрорайона Исмаил-Бей Айдер Аблязов. Это местный житель, общественник. И хотелось бы у него узнать, каким он видит преобразование поселка, будущее. С какой целью вы пришли на выборы? Ассаляму алейкум. Значит, пришел на избирательный округ для того, чтобы проявить свою активную гражданскую позицию, значит, исполнить свой гражданский долг перед республикой, перед своими родными. Это очень важно, ходить на выборы, я считаю. Мы все люди грамотные, современные, должны участвовать в формировании и развитии нашей республики и государства в целом. Ну, значит, поддержал многих действующих и вижу много новых перспективных депутатов. Очень все активно работают в благоустройстве, в развитии во всех направлениях. Ну, как-то так. Какие надежды на них возлагаете? Значит, за прошедшую пятилетку мы видим, что результаты очень положительные, очень много чего было сделано. Был взят курс правильный на развитие, на благоустройство, на формирование новой цивилизации в наших микрорайонах, в нашей республике в целом. Ну и от ближайшей пятилетки ожидаю дальнейшего развития, взаимодействия вместе с общественностью и, в общем... Какие изменения ожидаете? Вот именно у вас непосредственно в микрорайоне. Значит, ожидаем, что все-таки в конце концов мы завершим те начатые этапы строительства детских садов, детских площадок, спортивных площадок, школ, дорог, освещения, благоустройства всего микрорайона и города в целом. Салон Айдербей. Студия, напоминаем, что мы находимся в Евпатории. Сегодня корреспонденты нашего телеканала «Милет» находятся в различных уголках Крыма, на избирательных участках, чтобы вы, наши дорогие телезрители, были в курсе самых свежих новостей. Напоминаю, что проголосовать можно до 20:00 вечера. Воспользуйтесь возможностью и выполните свой гражданский долг. Студия. Спасибо, Айше. Мы продолжаем выпуск новостей. Сейчас в гостях в студии у нас председатель исполнительного комитета крымско-татарского общественного движения «Крым» Тайфук Гафаров. Тайфук Бей, расскажите, проголосовали ли вы уже и за что вы голосовали? Конечно же, проголосовал. На самом деле это традиция еще с момента получения паспорта. Да, то есть я не пропустил ни выборы, потому что считаю, что на самом деле именно персональное голосование — это вот определенная доля ответственности за формирование органов власти. За что я голосовал? Знаете, в 2014 году, к сожалению, да, наш народ допустил определенные ошибки. Были отдельные деятели, которые тогда определенным образом саботировали выборы органов местного самоуправления. У нас был такой пробел, то есть то самое важное звено между исполнительной властью, да, и людьми, это депутаты, к сожалению, был не восполнен, и ну, это давало определенные, да, там, вопросы, сложности при развитии там, сельских поселений в городе, при формировании бюджета не всегда
правильно учитывались потребности там, микрорайонов компактного проживания. Ну, были определенные вопросы. На данный момент, ну, я где-то на 500, по-моему, может быть, уже сбился. Более 500 крымских татар на данный момент баллотируются в депутаты различных уровней, учитывая тот факт, то есть, что, в принципе, да, после 2014 года округа были укрупнены, то есть это практически будет такой же количественный состав, как и до 2014 года. По персональному составу вижу, что гораздо более интересный состав, больше молодежи. Могу констатировать, что, в принципе, народ, да, вот от этих вот определенного анабиоза отошел, там была определенная попытка зомбирования, люди поняли за 5 лет, что идет развитие. И наш народ там и в депортации, да, и в момент возвращения очень много усилий прилагал, детей обучали, дома строили и так далее. И сейчас глупо было бы в тот период становления и развития Крыма, чтобы мы не принимали в этом участие. То есть более 500 кандидатов в депутаты. Партии, я когда слышу название партии, да, то есть весь спектр там, и те, которые у нас на данный момент в Госдуме представлены, не только. То есть во всех, практически в списке любой партии можно найти крымского татарина. Очень много самовыдвиженцев. То есть, в принципе, крымские татары активно пошли на данный момент для участия в выборах. Я голосовал за то, чтобы мы восполнили этот пробел. У нас появились депутаты всех уровней. Госсовет, само собой, да, у нас достаточно серьезная, иншалла, будет представленность. Местные советы, городский совет, очень серьезная активность на уровне сельских поселений. Я думаю, что будет много глав советов, иншалла. И, в принципе, я рассчитываю на то, что мы получим хороший персональный состав именно тех людей, которые будут работать на местах, то есть которые будут слышать непосредственно, да, вопросы чаяния людей и стараться при формировании бюджетов сельских поселений, городов, республиканского, чтобы максимально были отображены все потребности. То есть у нас много строится объектов ИЦП, зачастую там им надо успеть подвести коммуникации и так далее. Все это должны контролировать, в том числе и депутаты. Я думаю, мы получим персональный хороший состав, и эти люди смогут на ближайшие 5 лет внести такие изменения. Иншаллах, опять-таки, через 5 лет мы встретимся, тоже будет единый день голосования, и мы увидим серьезные изменения, которые произошли благодаря тому, что у нас вот большое количество будет депутатов различных уровней. Тайфук-бей, как вы оцениваете организацию выборов в республике? Ну, опять-таки, я вот из того, что наблюдаю, по крайней мере, много у меня товарищей там работают в различных муниципалитетах, я вижу, что очень много ошибок было учтено, открыто. Первый вопрос по избирательным участкам, к примеру, там на Фонтанах избирательный участок перенести в 44-ю школу, то есть гораздо больше, да, там сделано удобств для того, чтобы жители могли максимально, да, имели возможность не запутаться, не заблукать, да, в своем микрорайоне, проголосовать. Из того, что я вижу сельских поселений, по просьбам жителей большое количество автобусов для подвоза организовано. То есть выборы организованы очень хорошо. Люди активно голосуют, принимают активное участие. И, в принципе, организация просто на высоте. Бывали, да, какие-то шероховатости ранее, там, допустим, да. На данный момент, исходя из того, что я вижу, по крайней мере, по соцсетям, с утра вот проехал с этого несколько избирательных участков ради интереса заглянул. То есть все организовано на очень высоком уровне. Вот, и, в принципе, я думаю, что проблем там с тем, чтобы найти участок себя в списках и так далее, просто быть уже не должно. И новые вот эти вот аппараты, которые сразу считывают бюллетени, то есть, в принципе, технологии идут вперед. И я думаю, что мы достаточно быстро, скоро уже узнаем, кто из наших соотечественников стал депутатом, сможем звонить, поздравлять. Саглан Тайфук-бей. А это все новости на данную минуту. Не пропустите наши следующие выпуски. Оставайтесь с телеканалом Милет. До встречи.